Все, я начинаю. Угу. Мне придется извиниться, да? Или как? Хотя бы спросить. Ну, все пошло. Все пошло, да? Я там себя, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Я, конечно, извиняюсь за несоответствие во времени, потому что у меня в письме написано, что заседание нашего очередного РМО учителей биологии должно начаться в 16:00, а было разослано письмо, что там в 15 часов. Так что я очень сильно извиняюсь, но мы все-таки продолжим совещание. Мы работаем в режиме видеоконференции. Я, конечно, прошу, как обычно, откликнуться тех, кто нас видит, кто нас слышит. И на сегодняшнем заседании у нас будут следующие вопросы. Это внедрение проекта «Российская электронная школа», который нам расскажет Ваулина Елена Юрисовна, методист Центра информационных технологий. И второй вопрос – это, конечно, обсуждение концепции учебного предмета биологии. Ну и третье – это разное. Ну и так, представляем слово Елене Юрисовне. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Значит, по поручению министра образования, науки и молодежной политики на всех заседаниях республиканских методобъединений мы рассматриваем вопрос, связанный с использованием ресурсов российской электронной школы. Значит, попасть на сайт вы можете просто, набрав данную фразу в поисковике в любом. Значит, что такое российская электронная школа, мы посмотрим на главной странице сайта. А потом немного... Что такое РЭШ? РЭШ – это российская электронная школа, созданная по поручению президента. Это то, что сделает учебу в мире новых технологий проще, удобнее и эффективнее для учителей, для учеников и для их родителей. РЭШ позволит создать единое цифровое образовательное пространство. РЭШ – это современные технологии плюс качественное образование для каждого ребенка, вне зависимости от места проживания. Каковы задачи российской электронной школы? Повысить качество образования школьников. Сделать возможным график индивидуального обучения. Помочь учителям освоить новые методики. Помочь родителям заниматься с детьми дома. Сделать новые технологии частью образовательного процесса. Использовать образовательный потенциал регионов. Российская электронная школа расширяет границы процесса обучения. С РЭШ можно выйти за пределы школьного класса, совершить виртуальное путешествие в музеи и побывать на концертах. Быть на уроке вместе с родителями. Выполнять интерактивные задания. Заниматься по индивидуальному графику. Как и в обычной школе, в РЭШ есть контрольные и ставятся оценки. Как составляется программа российской электронной школы? Уроки проводят лучшие учителя страны. Программа проходит экспертизу Российской академии образования. Для учителей РЭШ – это способ создавать собственные уроки с помощью новейших технологий, а также использовать опыт коллег. База РЭШ – это самая крупная библиотека уроков в России. В ней есть методические материалы и видео, тексты и рисунки, тесты, контрольные, интерактивные задания, фильмы и театральные постановки. С РЭШ учитель может преподавать ученикам, которые не способны посещать занятия, обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, выявить пробелы в знаниях и быстро восполнить их. Родители школьников часто задаются вопросами, как помочь ребенку справиться с домашним заданием, как грамотно объяснить пропущенный материал. Эти проблемы поможет решить РЭШ, расширяя границы школьного пространства. В РЭШ родители могут заниматься с детьми ровно столько времени, сколько необходимо каждому ученику для усвоения курса по каждому предмету. Электронные тренажеры помогут ребенку лучше усвоить материал. А электронные контрольные покажут родителям, насколько хорошо их дети справляются с программой. Мир не стоит на месте. Новые технологии, новые знания, новые методики.
РЭШ — это доступные современные технологии качественного обучения для всех школьников страны. Единые методики обеспечивают преемственность образовательных программ. Учиться в РЭШ интересно не только детям, но и родителям. Он отходит, да? Это что, я должна вот тут повторить, если что-то... Значит, мы посмотрели основные моменты, которые представлены в российской электронной школе. Значит, на данный момент портал находится в разработке. Готов он будет полностью к 2019 году. И все ресурсы РЭШ в полной мере доступны после регистрации. Но даже при регистрации, так как он является в разработке еще, то есть не все, многие файлы недоступны. Значит, чтобы на главной странице мы видим театральные постановки, что мы можем видеть фильмотеку, которые систематизированы по алфавиту. «Участвуй, побеждай» перечень региональных федеральных мероприятий, патриотическое воспитание, каталог методических и дополнительных материалов, тоже который находится сейчас на данный момент в разработке. Что мы можем видеть? Мы можем видеть, например, выбрать учебный предмет, если что это нас касается биологии, выбрать предмет биология и посмотреть на те ресурсы, которые на данный момент нам доступны. Ну вот выбираем, например, 5 класс. Ну и самое первое, например, живой организм. Значит, на данном моменте что нам представляется? Нам представляется сам урок, видеозаписи. Дорогие друзья, сегодня мы приступаем к изучению биологии. Уверен, что многие из ваших учителей уверяли вас, что именно их наука самая интересная и, конечно же, главная. И поверьте мне, пока у нас идет видеозапись урока, и отметим маркером первоначальный уровень жидкости в стакане. И так далее. То есть мы можем посмотреть конспект данного урока. Через несколько минут мы увидим результаты нашего эксперимента, а пока я хочу обратить ваше внимание на стол. Рядом со мной 2 прекрасных растения. Вас, наверное, удивляет, что сирень цветет. Ведь биологию начинают изучать в сентябре и, в общем-то, не по сезону. И если бы у вас была возможность присмотреться внимательно к этим растениям, то вы бы, конечно, поняли, что сирень не настоящая, хотя выглядит вполне естественно. А вот со вторым растением мы можем провести эксперимент, в ходе которого вы убедитесь. Так, затем здесь же нам представляется упражнение и задание к нашим же урокам. То есть мы можем пройти эти тесты. Но их немного, сейчас мы быстро пробежим. Так, отвечаю неправильно, то есть как получается. Ну и 7. И затем идет проверка. Ну вот даже угадано вот 1 из 7, то есть уже дается сразу же нам результат, то есть нашего прохождения. И здесь же мы можем просмотреть проверочные задания к данной теме. Но о чем я и говорила, что необходима нам регистрация. Проверочное задание, просто у нас заводится личный кабинет. Как это сделать, я чуть попозже покажу. И здесь мы проходим упражнения, и нам личный кабинет тоже, мы можем просмотреть всегда свои результаты. Так, затем при регистрации каждый учитель получает доступ к учебному плану, тематическим планам, расписанию. Вот. Но, к сожалению, это тоже сейчас у нас в разработке. То есть надеемся, что скоро это все у нас будет. Все это с учетом, ну вот учебный план у нас есть, все это с учетом образовательных стандартов. Так.
Но на данный момент портал Российской электронной школы постоянно пополняется, появляются каждый день новые материалы. Значит, что мы здесь еще видим? Во-первых, как мы уже заходили по классам, мы можем выбирать различные материалы, предметы, вот в 5 классе то, что мы видим, в 6 там и так далее. Ученику тоже какие готовые работы предоставляются. Так как это российская электронная школа, то при регистрации ученика он записывается в класс и может, у него конкретное расписание по всем предметам, и он просто проходит все у нас этапы обучения. Причем родитель может при регистрации тоже просматривать, как учится его ребенок, то есть что сделано, что не сделано и так далее. Вот зайти в школу, посмотреть контрольные задания и так далее. Значит, здесь мы еще видим строку «Поиск». Ну, например, можем набрать «Животные». Ну и посмотрите, человек, мир животных там и так далее, любой урок, который нам необходим. Вот здесь также конспект, упражнения, проверочные задания, то есть по тематике тоже мы можем выбирать, осуществлять поиск на этом портале. Значит, теперь для регистрации мы видим в правом верхнем уголочке вход, если у нас уже пройдена регистрация, или зарегистрироваться. При регистрации мы указываем, кто мы, учитель, ученик или родитель. И у нас на данном портале есть гид по российской электронной школе, где очень подробно, очень конкретно, со всеми условиями расписано, каким образом мы проходим регистрацию, куда мы попадаем, что каждый из нас может выбрать и как каждый из нас может потом работать на данном портале. Учитель, ученик и родитель. То есть напоминаю еще раз, что материалов уже достаточно много, но сайт находится в разработке. В дальнейшем на нем будут размещены материалы и по ЕГЭ, и по итоговым аттестациям. И данный портал будет очень полезен в работе, прежде всего, учителю. Вот. Ну, на этом, наверное, все. То есть обязательно смотрите, обязательно используйте данный ресурс. Спасибо, Елена Юрьевна. Закроем, да? Так, мы закроем. А мы дальше с вами продолжим. А мы продолжим с вами работу. День добрый еще раз, уважаемые коллеги. Ну и перейдем непосредственно к обсуждению концепции модернизации содержания и технологий преподавания учебного предмета биологии. Еще в декабре месяца, а точнее 21 декабря 2017 года, на сайте открытого образования педагогам РМО по биологии как раз была размещена эта концепция. Надеюсь, что вы с ней познакомились. Ну, что такое концепция? Концепция – это система взглядов на базовые принципы, это цели, это задачи, это основные направления развития учебного процесса. В разработке концепции, конечно, участвуют и для чего вообще нужна новая концепция. Это, конечно, систематическое обновление содержания образования, это требования ФГОС, это предметные концепции, это предметные программы, это новые учебники, которые используются в новой концепции, в новом преподавании. Извиняюсь. Следующее, почему мы решили поговорить о концепции? Ну, предмет биология, он, конечно, занимает одно из ведущих мест в системе школьного образования. Ну и особенностью биологии является то, что объекты – это живые существа, они являются одновременно и объектами, и субъектами, и это придает биологии и привлекательности, и, конечно же, привлекает к изучению вот как раз такое положение.
Биология традиционно относится к комплексу естественных наук, и обычно ее рассматривают в ряду с главными из них. Это с физикой, это с химией. Ну и, конечно, даже при поверхностном таком изучении биологии обращают внимание очень сложность изучения объекта. Это живая природа. Ну, какие проблемы стоят, конечно. Почему обратились к новой концепции? Ну, во-первых, конечно, биология занимает одно из ведущих таких мест в системе школьного образования. И общее биологическое образование, оно должно быть ориентировано на формирование понимания жизни, на формирование представлений о научной картине мира, на овладение учащимися системой знания о живой природе, чтобы учащиеся умели преобразовывать и применять эти знания в повседневной жизни. Это становление основы экологической культуры, здорового образа жизни, соблюдение гигиенических норм и правил. Дальше, почему еще было ориентировано, это владеть практическими навыками, необходимыми для подготовки к жизни, продолжению образования, трудовой деятельности в области медицины, сельского хозяйства, биотехнологий, биотехнология в современное время имеет такое широкое развитие, ну и, конечно, рациональное природопользование. В настоящее время в общем биологическом образовании сложилось ряд серьезных проблем, которые и обусловили актуальность и необходимость проведения широкого научно-педагогического и методического обсуждения целей и задач предмета биологии в современной российской школе. Какие же проблемы стоят при построении? Ну, во-первых, одна из проблем – это проблема подхода к обучению биологии. Самое главное в изучении этого предмета один из таких подходов должен быть систематическое изучение различных уровней организации живого. То есть, начиная от молекулярного уровня и заканчивая биосферным уровнем. Следующая проблема – это проблема отбора содержания общего биологического образования. Наблюдается видимая тенденция роста числа дидактических единиц, объема информации в учебниках. Нужно понять, какая предметная информация необходима, какая достаточна, какая избыточная. То есть это вечные вопросы, которые стоят перед учителем биологии. Ну и, конечно же, что нужно поставить во главу угла, что нужно изучать, и мы считаем, что как раз-то обязательно нужно выяснить, и должны быть единые требования к результатам обучения. Требования быть конкретизированы, представлены через единицы предметного содержания. То есть должно быть единство требований. И это единство требований, оно позволит создать единое образовательное пространство в России. Следующая проблема – это проблема целостности, естественно, научного образования. То есть должны быть межпредметные связи, естественно, научных предметов, с их системообразующей и мировоззренческой функцией. Должны быть наддисциплинарные, междисциплинарные комплексные подходы к изучению и преподаванию биологии в школьном курсе. Следующая проблема – это… Так, сейчас, секундочку, чтобы вам получше было. Ой, да, не получается, может, сейчас получится. Ну-ка. Это проблема профильного обучения. Многие обучающиеся профильных классов в значительной степени ориентируются исключительно на подготовку и на успешное прохождение единого государственного экзамена.
То есть, и поэтому, конечно, углубленный уровень изучения биологии в профильных классах ориентирован на приоритетные ВАГ, ЕГЭ, предметные результаты. Следующая проблема – это проблема методического аппарата учебников. Методический аппарат учебников практически не ориентирован на формулирование учебных задач для организации учебной деятельности. В них практически отсутствуют задания, мотивирующие обучение и организующие познавательную деятельность. Опираясь на содержание учебника, учитель не должен только давать знания. Он должен, наверное, все-таки заставлять школьников добывать из других источников, не только с учебника, знания. Следующая проблема, конечно же, не только проблема, и целью настоящей концепции это общего биологического образования является преодоление вот этих названных противоречий. Какие же действующие документы использовались для написания вот этой концепции? Ну, конечно же, нужно было учитывать особенности современного этапа развития биологии. Для написания концепции вот этого предмета биологии применялись различные приказы Минобрнауки России, Минобрнауки, там, ФГОСы, то есть самые различные документы. Если вы посмотрите вот как раз эту концепцию, там вы можете познакомиться, какие же документы были использованы при написании вот этого проекта научно обоснованной концепции модернизации обучения. Дальше, что нужно обратить, что общая цель, конечно же, биологического образования – это формирование у обучающихся системы биологических знаний, соответствующих уровню развития биологических наук, умение их и получать, и преобразовывать, воспитание культуры ценностного отношения к живой природе, к собственному, главное, к собственному организму. Дальше перед концепцией стояли различные задачи. Какие же задачи стояли? Ну и, конечно, я еще несколько, конечно, пропустила. Какие концептуальные, то есть концепции были приняты, взяты для написания. Это, конечно, это принцип научности. Так, немножко... Сейчас, секундочку. Если так. Принцип научность, доступность, системность, систематичность, связь обучения с жизнью и принципы. Сейчас, секундочку, немножко поспешила, извиняюсь. Конечно же. Ну и проблемы, я, как уже сказала, вот такие стоят. Ну и еще на что хотелось бы обратить внимание. Конечно же, это очень огромный труд написанный, это более 100 страниц. Эта концепция, конечно, для того, чтобы разобраться, что нового предлагается учеными, нужно все-таки внимательно прочитать вот эту концепцию. Ну и что еще... Так, страница 13. На что еще указывает? Конечно же, в основу отбора биологического содержания разработчиками были положены следующие ведущие идеи и подходы. Это современное содержание предметной области, естественно-научные предметы биологии. Это теоретической основой биологического образования являются основополагающие идеи современной биологической науки. Это на основе ведущих биологических понятий раскрывается сложная организация живых систем. Как я уже говорила,
от молекулярного уровня, клеточные организмы, виды, общества, сообщества. Должны раскрываться свойства живого. Очень часто в школе забывается такое одно из свойств, как дискретность. Это устойчивость, это изменчивость. А обязательно должно раскрываться в учебниках и на уроках по биологии функционирование живых систем, какие функции выполняет каждая из живых систем, какой уровень выполняет молекулярный уровень, клеточный, тканевой, организменный. То есть затем также в концепции предлагается примерный базисный план для основного общего образования и для среднего общего образования. Что предлагают, что все-таки согласно вот этой концепции предлагается начать изучение курса биологии с 6 класса. Для 6 класса примерно 35 часов в год часов. И дойти в 9 классе до 70 часов. Всего за год предлагается для основного общего образования 245 часов. Много ли? Мало, но я думаю, что это, конечно, маловато. Для базового уровня в 10 и в 11 по 35 часов в год, а для профильного уже и в 10 и в 11 классах до 105. Так, что-то опять. Дальше, конечно же, в концепции предлагается важнейшей отличительной особенностью программы состоит в том, что содержание курса должно представлено в двух вариантах, что и базовое, и профильный уровень. Ну, наверное, и, конечно же, основной государственный экзамен по биологии, это экзамен по выбору, он служит для оценки уровня общеобразовательной подготовки выпускников 9 класса. АГЭ проводится в соответствии с федеральным, ну и, конечно же, с федеральным законом от 29 с 12 года. И, конечно, ЕГЭ тоже проводится тоже с 2012 года. Ну, вы знаете, что изменились задания в ЕГЭ, что и убрали задание на выбор одного из правильного ответа, что, конечно, задания усложнились, и даже очень сильно усложнились. Мне приходится уже какой год я проверяю ЕГЭ для 11 класса. Конечно, достаточно сложные, нам сложно иногда даже, даже сложно найти правильный ответ, но все-таки мы уже говорили, и я разместила на сайте методические рекомендации по проверке и как правильно оформлять школьниками задания части, начиная с 25, 26, 28, бывшая часть С. Ну и как уже все-таки мы говорили, что общая цель биологического образования – это формировать у обучающих системы биологических знаний. Ну и, конечно же, поставлены различные задачи, это общие биологические задачи биологического образования, это формирование у обучающихся, естественно, научного мировоззрения, ценностного отношения к живой природе, обладать культурой поведения в окружающей среде. Это одна из задач, это ознакомление обучающих с научными методами познания живой природы. Это стимулирование и развитие познавательного интереса к живой природе. Это усвоение обучающимися биологических знаний о сущности биологических систем, разного уровня организации и происходящих в них процессов. Одна еще задача – это интеграция биологических знаний с физическими и химическими знаниями. Это овладение обучающимися умениями находить биологическую информацию в разных источниках,
оценивать ее, использовать ее в различных видах деятельности. Следующая задача – это понимание обучающимися роли биологии как производительной силы, значение биологических знаний для практической деятельности, осознанного выбора будущей профессии. Это приобретение обучающимися опыта рационального использования ресурсов живой природы, защиты ее от неблагоприятных факторов, связанных с деятельностью человека. Ну, общая цель и задачи биологического образования, они дифференцированы с учетом уровня его реализации, то есть являются разными на этапах начального общего образования, основного общего образования, среднего полного общего образования. Ну, я, конечно, не буду останавливаться, что собой представляет начальное общее образование. Я думаю, что вы все-таки просмотрите вот этот проект, который находится на сайте, и потом мы с вами, конечно, поговорим или обсудим в сайтах, вы будете задавать вопросы, мы постараемся, может кто-то поделится своими опытами. Ну и, конечно же, сейчас, подождите, немножко тормозит у меня. В концепции даны основные содержательные линии предметной области вот нашего образования. Ну и, конечно, биологическое образование, оно представлено на всех ступенях развития, начальной, основной, старшей. Видимо, это обусловлено значимостью для познания человеком живой природы и собственного организма. Дальше в концепции даны приоритетные направления в преподавании. Ну, какие же предметные? Ну, это, конечно, приоритетные направления. Это системность, это управляемость, это воспроизводимость, это действенность. То есть, какие же приоритетные направления мы должны использовать. И самое главное, какие методы мы должны использовать в преподавании предмета биологии. Даны, конечно, также в концепции инструментарии и средства материально-технического обеспечения. Конечно же, самое главное, большое значение для качественного обучения биологического образования необходимо наличие соответствующей материально-технической базы. В первую очередь это кабинета, это учебного кабинета, должна быть лаборантская, а также перечень необходимых средств обучения. Вы знаете, что в последнее время в Республике Коми возрос интерес к олимпиадному движению. Я уже в прошлый раз на этом останавливалась. И, конечно же, чтобы все-таки научить школьников и привлечь школьников к олимпиадному движению, обязательно должна быть хорошая материальная база. Также в концепции приведены основные формы и виды деятельности, учебной деятельности. Ну, это, конечно, должны быть системная деятельностный подход, который ориентирует учителя на активную учебно-познавательную деятельность, а обучающихся на решение центральной задачи учить, получать знания. И как раз этому способствует федеральный государственный стандарт основного общего образования. Ну, какие же основные, то есть основания для выявления видов учебной деятельности на уроках биологии? Ну, это, конечно, как я уже говорила, что живая природа, она является и предметом, и объектом, и, конечно же, и эту живую природу нужно познавать в единстве. Ну, конечно, да, тут очень много написано. Я думаю, что вы прочтете, посмотрите. Конечно же,
в концепции даны требования ФГОС к результатам обучения. Обучение биологии по основным образовательным программам должно способствовать достижению следующих личностных результатов. Это ориентироваться в системе познавательных ценностей, оценивать информацию о живых организмах, которую школьники получают из разных источников, ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью окружающих людей, обладать познавательными интересами и мотивами, соблюдать основные принципы и правила поведения в живой природе с целью сохранения окружающей среды. Также требования ФГОС это должны быть определенные межпредметные результаты, должны быть обязательно результатом освоения программы по биологии являются это систематические знания, именно систематические знания, а не отрывки из каких-то знаний. В концепции также прописаны требования к кадровым условиям реализации основных образовательных программ по биологии. Ну и для успешной реализации педагогического процесса по предметам биологии необходим квалификационный уровень подготовки учителя. Это основано на базовых национальных ценностях российского общества и направлено на развитие и воспитание гражданина России. Ну и, конечно, большое внимание, я, конечно, не сделала такой слайд, приводятся рекомендации по использованию действующих учебников и учебно-методических комплектов, по разработке новых, включая электронные образовательные ресурсы, мультимедийные средства. Здесь приводится огромное количество учебников, приводятся основные содержательные линии по предмету биология в основной школе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года за номером 253. Здесь огромное количество вот таких учебников приводится. Какие же есть учебники? Следующее, на что бы я хотела и остановиться. В концепции дано описание наиболее эффективных подходов к преподаванию предмета, даны факторы, способствующие повышению качества преподавания, рекомендации с использованием, с учетом региональной специфики, то есть должно быть в преподавании биологии использоваться и региональный компонент. Также в концепции уделяется большое внимание структурной и организационной схеме в отношении внедрения в технологии преподавания предметной области в биологии. Дана дорожная карта по внедрению концепции на период до 2020 года. Что концепция сама была в виде, концепция представлена на сайте в сентябре-октябре 2017 года. Исполнителями и участниками этой концепции являются РАО, учителя-предметники, вузы, институты, органы управления образования, общественные организации, издательства, СМИ. Дальше. Эта концепция, как я уже сказала, была выставлена на обсуждение. Ну и, конечно, в ноябре и 17 и феврале 2018 года должны быть какие-то результаты, которые должны были внесены в эту концепцию. Это изменение в ФГОС начального общего образования, это изменение в ФГОС основного общего образования, это среднее общее образование. Конечно же, опять же, исполнителем являются и учителя, и
преподавателей предметов естественно-научного цикла. В январе-марте 2018 года должны быть проведены общественные обсуждения, должны были внесены изменения в примерный основную образовательную программу начального общего образования, изменения в основную образовательную программу основного общего образования. В июне и в ноябре 2017 года были прописаны методические рекомендации по реализации биологического профиля на уровне общего среднего. Тоже должны были принимать участие те, которые я перечислила. В сентябре 2017 и в апреле 2018 должны были уже результаты, это региональные программы развития биологического образования, методические рекомендации по реализации региональных направлений. Ну и, конечно же, если мы посмотрим, то, наверное, все-таки сама концепция должна быть принята где-то уж, наверное, ближе к 2020 году, ну, может быть, даже раньше, потому что, как вы видите на слайде, утверждены это концепция развития математического образования, русского языка, литературы, историко-культурный стандарт утвержден, а разрабатываются это технологии, искусство, география, обществознание, физическая культура, иностранный язык, естественно-научные учебные предметы. Ну, ОБЖ совсем скоро должно быть утверждена концепция по ОБЖ, ну и, конечно, в стадии проекта стоит концепция астрономия. Ну и конечно, можно много говорить о концепции биологического образования, но мне хотелось бы, конечно, чтобы вы все-таки посмотрели самостоятельно, что нового, может, кто-то бы поделился своими результатами, что нового кто-то посмотрел бы, рассказал бы нам. Мы с великим удовольствием посмотрим с вами. Так. Больше здесь не поняла. Куда. Ну и, конечно, в заключение я бы хотела остановиться еще на том. Это у нас с вами проходит уже 4-е заседание РМО, это заседание нашего, было у нас 4. Я хотела бы на чем остановиться. Конечно, мы по итогам наших заседаний какие-то решения, какие-то, наверное, итоги должны подвести. На чем бы я хотела остановиться? Я думаю, что и на следующий год продолжится работа с олимпиадниками по биологии. Вы знаете, что по итогам олимпиад на Россию по биологии вышел 1 человек из физмат-лицея. Он ездил на Российскую олимпиаду, стал там призером. По географии 3 человека, все тоже являются призерами. По экологии тоже заняла по Республике Коми 1 девочка, но на России, жаль, конечно, что ничего не заняла. Что я хочу сказать, что, помните, мы с вами говорили, что будет продолжаться, я думаю, что все-таки будет продолжаться работа ресурсного центра при лицее для детей из сельской местности. И как мы с вами договаривались, что по осени на Химбиле, это на Петрозаводской 12, будет организован ресурсный центр по поводу практического тура. То есть мы вначале с учителями попробуем провести те задания, которые были даны в январе
на практическом туре, на теоретическом туре с целью, чтобы учителя научили школьников, как работать с оборудованием, как работать с микроскопами. Ну и, конечно же, мне бы хотелось ответной реакции, чтобы была какая-то ответная реакция у нас с вами. На сайте открытого образования, как я уже сказала, там открытое педагогическое образование, республиканский метод объединения педагогов, там можно задавать мне вопросы, там указана моя почта, указаны мои телефоны. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Задавайте. Дальше. Мне бы хотелось, чтобы вы написали пожелания. Какие бы темы мы бы просмотрели в ресурсном центре. Конечно, видеотрансляция – это хорошо, это прекрасно, но когда собираюсь в аудитории, когда мы можем общаться непосредственно с друг другом, я думаю, что здесь уже как-то будет большая отдача. И мне бы хотелось получить на свою почту или где-то вы, там есть обсуждение, одна из там обсуждений, может, вы там напишите, что бы хотели бы обсудить на следующий год. Не знаю, останусь ли я председателем РМО, но это не важно. Я все равно буду рада всегда оказать вам помощь, то, что в моих силах, конечно. И поэтому я думаю, что мы с вами продолжим. Конечно, я еще раз извиняюсь за несоответствие начала нашего видеочата. Ну, как мне было прислано в 16:00, так я и начала. Я жду ваших пожеланий, я жду ваших просто, ну, в общем, я жду, что бы вы хотели, чтобы вы... И, конечно, я прощаюсь. До следующих встреч. До свидания. Мне было интересно. И интересно, и, конечно, в то же время тяжело, но это только начало. Я думаю, что мы с вами сработаемся.